Снова свежий след я увидел, не знаю чей. Чьи следы, но сейчас проверим, посмотрим. Где-то тут переход я видел. Вот смотрите, это медведь. Медведь скользил тут. Уже здесь повыше он, поближе к избушке. Но вчера этого не было тут. Вот следы. Блять. Ну, совсем рядом уже. Вдоль берега, вдоль реки ходит туда-сюда. Но значит по реке он ходит. Здесь два поворота, и там уже должна быть тушана. Оставил. Душу оставил. Отошел, блин. Не знаю, подходил, нет больше. О, олень. Фиг знает, блин. Я на берег точно не залезу. Где-то рядом, ребята. Где-то рядом. Значит, охоту прекращаем возле реки. Возле реки охоту прекращаем. Тут делать больше нечего. Ладно, сейчас обратно в избушку поднимемся там. Щеткой проверим и все. Да. Мелкая лешка. Ну, там вороны уже пируют, вороны. Ребра уже все видны. Ладно. Ребят, две сетки у меня стояло там. Проверил. И вот мой результат, ребят. Вот тебе и рыбалка. Нифига. Хотел еще вот эти закинуть. 30-ка, 35-ка. Две сетки. Толку от этого, ребята, никакого. Что-то в этом году вообще рыба не берет. Не клюет, не берет. В сети не лезет. Так что я не знаю почему. И прошлый раз приезжал, думал, позже приеду, там начнет рыба попадаться. Вон, видишь, тишина. Так, вода чуть-чуть прибывает, чуть-чуть, немножко так. Ладно, пойдем в избу. Пойдем в избушку и будем уже возле избушки. Там надо бревно еще поднять. И, наверное, послезавтра я буду сматывать удочки. Наохотились, в принципе, нормально там. Все, идем. Идем работать возле избы. Пока, ребят, не стемнело, я занимаюсь этой фигней. Короче, открыл половину под крышей. И надо мне поднять вот это бревно вон туда. И поставить на стойки. Как на стойку поставим для крепости, чтобы крыша не провалилась. О чем я уже много говорил. Так что вот этим я и занимаюсь сегодня вечерком.
полный штиль на улице. Ни ветра, ничего. Сейчас буду поднимать. Не знаю, получится, нет, одному. Так, не длинное бревно, где-то 5 метров, наверное, только. Смотрим. Надо подняться сюда, подложить что-то, чтобы на потолок не упало. Ну, как это факт, что упадет, но надо хотя бы эту палку подложить туда. Так. Так. И потом по этой палке будет скользить, когда я буду толкать и вытаскивать оттуда. О, блядь. Что я подложил, поэтому по этой палке он бревно скользит сейчас. Как бы помогает мне. Все, упирается в вторую стенку. Сейчас уже оттуда будем что-то придумывать, делать. Но надо оттуда уже вытащить. Отсюда все дошла до той стены. Сейчас глянем, что там. Интересно ведь. Какая. Так. Ну что мы наблюдаем? Песок на крыше. И песок такой глинистый, твердый. Видели, как цемент сейчас. Конечно, намного лучше было бы, если был песок. Плотнее село бы и все дела. Раньше вот это бревно верхнее, на этой стойке было, упиралось в потолок, о чем я говорил. Так что сейчас я это бревно еще поставим туда, и вообще ништяк будет. Никакой снег не задавит. Так что главное на стойке сегодня или завтра, не спеша. Посмотрим, как дела пойдут. Так-то работу-то на полчаса, а все равно сейчас пока там придется вытащить. Так, сюда тоже вот здесь с этой стороны вот еще надо вытащить, как бы приподнять бревно, но оно уже вон здесь где-то. Нет, не дошла еще, но близко. Но все равно уже работать надо отсюда. Приподнять и на себе подтянуть, на это бревно поставить. Вот на верхнее бревно, а там уже на стойку. Короче, такая половина чурки. Будем подкладывать, если сможем.
Все. Вот так вот. Еще как-то прикреплю, чтобы не ушла. Да, в принципе, не должно уйти никуда. Все четко получилось. Сразу не сделал 2 бревна. Не думал, что столько снега тут. Вот так. Ну сейчас будет все нормально. Выдержит. Выдержит любой сугроб. Все ништяк получилось. 2 бревна четко. И опять под крышей. Вот так выглядит. 2 бревна. В принципе, нормально. Печка. Печка такая, вот кирпич. У нас все выше потолка кирпич ложат, а там уже любые там железные или еще другие трубы. Ну, в принципе, все. Дело сделано. 2 доски уже прибил. Дай, думаю, поснимаю, как я вообще работаю. Еще вот это прибьем. Ну, чтоб так дождь не попадет. А вот снег, когда крутит, там пурга, она заходит, снег заходит. Как-нибудь, да, прибить примерно так. Сайкингом обшивать не будем. И так сойдет. Главное, чтобы не протекала крыша. Главное, в избушках самое главное крыша. Все, ничего страшного. Так, если крыша протечет, будет течь, все, избушка кирдык. Вот попадешь в заброшенную, ну, уже без хозяина избушку, и в первую очередь там наблюдаешь, что течет крыша. Самое главное, вот, самая слабинка — это крыша. Основная там промысловые избушки. Но сейчас-то на буранах, в основном на буранах ездят и возят там кровельные материалы получше, андулин, там лист оцинкованный, что кто может. А раньше как, только вот закрывали рубероидом, и рубероид со временем начинает протекать. Ну, в принципе, нормально. Как будто ничего и не делали, а такую работу сделали. Сейчас уже выдержит. Будет держать крышу. Остается только вот тут у меня. Еще здесь 3 доски прибил. 3 доски. Вот здесь я открыл еще. 3 доски прибил, и все нормально. Работу, можно сказать, закончили. Многие говорят, надо в лес ездим, чтобы отдохнуть. Я вот уже который день в лесу, и считай, ну, до вечера все равно чем-то занят. Все равно что-то там делаешь. Сегодня избушка, завтра еще что-то. Но сейчас хоть и у меня основная работа уже, ну, закончил. А раньше, как муравей тут крутился. Вот. Избушку надо построить. Там амбар, там вот новый амбар. Вот позапрошлом году вот венцы поменяли нижние, а здесь стояло там все криво. Вон на ножках был. Все это я сделал. Баню тоже один. Блин. Ну, раньше я много дней я в лесу бывал. Много. Потому и баню задумал, тоже сделал.
осенью, помнится уже, вдруг вот решил и все, поставлю баню. Потом начал там, уже осень, снег, снежок такой, поздняя осень. И надумал, и я где-то венцов 4 или 5, наверное, поднял. Поднял и на следующий день, на следующий год уже докончил всю баню, весной приезжал. Но пока не мылся в этом году. А что, не хочется, не так долго. Некоторые, конечно, через день моются, но мне не хочется. Вот и все дела. Как захочется бани, все, без проблем, будет баня. Баня есть, стоит. Вот так вот. И сегодня вот немножко тоже поработали. Вот мы видим вот доски. Эти доски уже скоро, ну там, наверное, уже в середине, я думаю, уже тоже протекает. Тоже вот надо рубероид привезти. И я в эту зиму, вот прошлую зиму, которая вот прошлая зима была, я хотел, один раз приезжал сюда, на Буране. Тяжело было ехать там бездорожье, там и проваливался снегоход. Буран-то есть. Хотел второй раз, думаю, поднимусь. Второй раз поднимусь, привезу рубероид. Сюда надо привезти и на амбар еще что-то более плотную, чтобы было еще один рулон туда. Но так и не получилось приехать. Все дела. Вот. Ну что еще? Коротаю вечер. Сейчас затоплю печку. Растоплю. Или затоплю. Как правильно? Затопить и растопить. Ну, короче, печку затоплю. Затоплю, наверное, все так. И разденусь уже. Никуда сегодня точно не пойду. На улице тепло. Вот это октябрь. Бывает в это время уже снег. Заморозк. Так приятно. Не знаю, что завтра делать. Я еще ничего заранее не могу сказать. Куда идти, куда сходить. Все уже места, вот, где были сейчас в эти дни, более-менее, где можно было встретить дичь, бывали. Ну, можно еще в сторону лесопунтовских дорог там пройтись, да посмотрим. Как-то уже у меня в задумках уже обратно ехать домой. Наохотились. Ну, дней 10-то уже, наверное, точно будет. В прошлый раз 7 дней и сегодня 10 дней уже. Обычно 2 недели уже в эти года. Где-то 2 недели охочусь. Тепло на улице. В теплую погоду мне не нравится как-то и охотиться. Я хочу, чтобы уже было прохладно, снежок. Вот любимое время. И листья, о чем я показывал, уже там уже скоро вообще просвет такой будет. Все листья упадут. И будет просвет там. Светло будет. Ну, костерок такой горит, тлеет. Медведей пугает. Да медведи, наверное, я думаю, вообще ничего уже не боятся в наше время. Это раньше как-то боялись запаха солярки или запах дыма. А сейчас этих керосинов везде. Даже в деревне, в города лезут они. Ничего они не боятся. Пофиг им. Вот так. Но все равно. Пускай горит. Веселее возле костра. Так что работу закончили он. Все, отдыхаем. Отдыхаем, ребята.
Завтра утром проснемся, посмотрим, что дальше делать. А послезавтра уже будем думать, или домой ехать, или еще куда сходить. Вот так. Смотрите, ребята. Минус 1 градус 13 октября. Вот это да, заморозка у нас. О, Айда встречает. Сойка орет, Айда встречает. Заморозки. Значит, завтра уже дожди начнутся. Немножко приморозило. О. И туман. Туман. Значит, дожди будут. Это стопудово проверено временем уже. Фу. Все, просыпаемся. Будем думать, в каком направлении, куда сходить. Да? Главное, вчера я ее на цепь посадил. Она вытащила голову. С ошейника вытащила. Ну, у меня ошейник там, веревка. Да? Вытащила голову и ночью думаю, кто шуршит там? Оказывается, Айда там уже вытащила голову. Ладно, просыпаемся. Так-то я уже с 4 часов, 4 часа вставал, печку затопил. Сейчас все уже там тепло и чай, также еда, все готово у меня. Сейчас соберемся и куда-нибудь сходим. Или рискнем по речке сходим, возле речки, или же в тайгу. Но дома сидеть не будем. Завтра уже, наверное, будем обратно возвращаться. Сейчас погода, наверное, опять дожди начнутся, потому что тепло. Сойка опять прилетела. Ладно, давайте просыпаемся. Опять совсем рядом. Опять возле избушки, блин. Достал этот медведь. Первый день, когда приехали, тоже здесь бродил. Он вниз, наверное, спускался, опять сюда пришел. Вокруг избы крутится, блин. Достал уже, честное слово. Ну все, ребят, мы уходим. Мы уходим на охоту. Сходим, конечно, с утра нас пугают, но надо сходить, посмотреть. Ходит, пугает нас. Посмотрим. И в задумках сейчас через тайгу пойдем, и может через речку обратно уже будем возвращаться. Так что я знаю, как со съемкой будет, как буду снимать. Надо тоже начеку быть просто. Фиг знает, что там нас ожидает. Ладно, пошли мы. Сегодня, блин, тихая погода, и тихо идти никак не получается. Чуть-чуть, но для охоты ветерок все равно нужен. Я здесь уже проходил. Сейчас уже за сезон, наверное, второй раз уже прохожу. Обычно тут тоже рябчиков можно встретить. Это их не свистят почему-то сегодня. Зачесы тут. Ну, обычно я переход здесь делаю в одном и том же месте. Потому что сыро и фигово здесь ходить. Ребят, сел я перекурить. Туман не рассеивается, где-то
Ну, минут 40, наверное, уже ходьбы у нас. Такой сосняк прошли. И здесь прошлый раз я проходил, даже рябчика видел, даже стрелял здесь. Куда ушла птица? Не знаю, что-то. Не свистят, не шумят. Тишина полная, штиль. Иногда свищу. Знаю, что они здесь есть. Но не отзываются почему-то. Или к речке перешли. На обратном пути, наверное, через речку пойдем. Такой кружок сделаем, и нормально. Нет, бесполезно. И главное, свищу сегодня, и воздух давит, глушит свисток. Не так ярко свистит. А следов медвежьих куда ни глянешь. Везде следы. Наверное, какой-то переход делает или что. Откуда они взялись? Прошлые поездку здесь такого не было. Ходил без ружья и стопором только. Сейчас, после этих следов, я без ружья никуда не выйду. Все с ружьем. Не знаю, поможет, нет, но хоть на душе легче. Айда тоже возле меня отдыхает. Сейчас быстро, наверное, иду. Немножко вспотел. Сейчас перекурим и дальше вот такой лес. Смотрите, такая тайга красивая. Сосны, елки. Именно вот для буровой дичи здесь места. Если кого увижу, конечно же, сразу включусь. А так пока бесполезно трата батарейки. И это вторая карта памяти уже пошла. Я уже почти на 5 часов уже я заснял. Будет, думаю, куча серий. И уже вторая карта памяти. Вот так. Ну ладно, пойдем дальше. Тишина, полный штиль сегодня. Ни ветра, ничего. Даже туман не рассеивается. Да, Айда. Айда. Ну смотри, привет передай. Бездельница моя. Работает, но что-то не так, как надо.